Ну, спасибо большое за приглашение. Действительно, это новая, так сказать, форма работы для меня. Я впервые здесь, в Таджикистане, участвую в таком мероприятии. Мне приятно пообщаться с читателями ваших газет, и «Аргументы», и «Факты», и «Таджикистан», и «Комсомольская правда». Особенно приятно это сделать накануне великого праздника Победы. Я хотел бы сразу сказать, что я рассматриваю этот праздник как наш общий праздник, который был добыт, достигнут, завоеван нашими дедами, прадедами, отцами. И я знаю, что огромный вклад в эту победу внес и Таджикистан. В то время для меня даже было удивительно узнать, что население Таджикистана составляло накануне войны всего 1 250 000 человек. Я думал, что было больше населения Таджикистана, но тем не менее, это официальная цифра. И около 300 000 таджикистанцев пошли на фронт для того, чтобы воевать за свободу и независимость тогда Советского Союза. 30 000 человек, это практически каждый четвертый человек пошел на фронт. Многие из них, я знаю, я читаю сейчас репортажи различные, статьи в газетах, пошли добровольцами. Это показатель того, что народ воспринял эту войну как свою вот эту трагедию, в которой необходимо было принять личное участие. Воевали добровольцами, воевали таджики очень героически, самоотверженно. Мы знаем, что многие из участников войны получили высокие боевые награды, ордена, медали. 54 участника Великой Отечественной войны из Таджикистана были удостоены высшей награды Советского Союза, Золотой звезды Героя Советского Союза. 21 в Таджикистане стал полным кавалером 3 степеней Ордена Славы. Действительно, в связи с 70-летием Победы принято решение об амнистировании ряда достаточно большого количества осужденных в Российской Федерации. Определены соответствующие статьи, по которым осужденные, по которым будут освобождаться. Это такие люди, как внесшие значительный вклад в развитие Российской Федерации, орденоносцы, которые совершили первые преступления, совершили не очень серьезные преступления. То есть там целая градация тех статей, по которым можно было бы получить амнистию. Поэтому ответить однозначно на ваш вопрос мне сейчас сложно. Нужно знать, во-первых, по какой статье был осужден ваш супруг, ну и другая, так сказать, более подробная информация на этот счет. Но я думаю, что он узнает об этом достаточно быстро. Так, один из ваших предшественников, Рамазан Абдуллатипов, однажды нам, корреспондентам, сказал, что если Россия не поменяет свое отношение к Таджикистану, не будет помогать в развитии экономики, то скорее эта страна попадет под влияние Китая. Сейчас его предсказание медленно, но верно сбивается. Вам так не кажется? Во-первых, я хотел бы сказать, что Российская Федерация продолжает занимать достаточно прочные позиции в том, что касается торгово-экономического сотрудничества с Таджикистаном. Только в прошлом году товарооборот между двумя странами составил 1 251 000 000 долларов США. Это составляет около 30% от общего товарооборота Таджикистана. То есть вес Российской Федерации очень весомый, большой вес. Торговля осуществляется по различным направлениям. Прежде всего это нефтепродукты, древесина, черные металлы, арматура, строительные материалы и многие другие продукты питания. Кроме того, мы являемся, если не
не занимаем первое место, но второе все точно по объему капиталовложений. Объем вложений составляет 1,3 миллиарда долларов США. Это крупные капиталовложения. У нас есть крупные объекты, которые были построены в течение последних 7-8 лет. Это и Санкт-Петербургский лес, это и гостиница «Хаят», деловой центр созидания и ряд других объектов. Что касается наших китайских партнеров, и наших партнеров, и партнеров Таджикистана, то они действительно, очень активно действуют в Таджикистане. Да, что касается Китая, ну что же, действительно Китай очень активно ведет экономическую политику здесь, представляет достаточно большое количество кредитов, проводит строительство, создает проекты. Я думаю, что это полезно для Таджикистана, и я думаю, что мы являемся стратегическими партнерами и Таджикистана, и Китая. И я думаю, что совместное сотрудничество Китая и России здесь, в Таджикистане, будет на пользу всем сторонам нашего сотрудничества. И ШОСу в том числе. Мы планируем оказать соответствующую материальную помощь ветеранам войны, нашим соотечественникам. К сожалению, их осталось здесь очень мало, всего 23 человека, но тем не менее соответствующую помощь мы им окажем. Это раз. Во-вторых, принято решение также предоставить им бесплатные путевки для отдыха в домах отдыха и санаториев Таджикистана. Кроме того, мы намерены, так сказать, активно приглашать их на различные мероприятия, которые проводятся и по линии посольства, и по линии генерального консульства в Тадженте, и совместные мероприятия, которые проводятся посольством и местными властями. В частности, вот, только в субботу мы провели автомоб при содействии Министерства обороны Таджикистана, 201-й российской военной базы. Этот автопробег состоялся утром и называется «Утро Победы», утром 25 числа. 29 числа российское посольство открывает фотовыставку в Национальном музее, посвященную 70-летию Победы, где будут отражены где будут выставлены фотодокументы, касающиеся участия в Великой Отечественной войны как российских ветеранов, так и таджикских ветеранов. Очень большое мероприятие, и мы приглашаем всех, в том числе и вас. Это праздничный концерт, который мы собираемся организовать 9 мая в 16:00 на площади, которая находится напротив театра оперы и балета имени Алиева. Приглашаю вас, всех ветеранов и вообще всех таджикистанцев на этот праздничный концерт. Накануне 70-летия победы над фашистской Германией в России сейчас больше говорят о победе русского народа на этой войне. И роль других народов в достижении этой победы в большинстве случаев умалчивается. Это особенно заметно в информационных блоках так называемых правительственных телевидений, как «Россия-24», НТВ, ОРТ, а также советских изданий. Не кажется ли вам, что такой способ умывания мозгов в конце концов ударит по мирангам по их организаторам? Ведь пока живые участники этой войны, они расскажут, как это было, когда воевали все советские народы. Я понимаю озабоченность, которая высказывается по этому поводу. Действительно, какой-то перекос, может быть, и имеется. Но я не думаю, что это перекос, который вызван каким-то намерением. По-видимому, это все-таки объективно, поскольку все происходит в Российской Федерации. Конечно, основное внимание уделяется России, российским воинам, которые, так сказать, воевали и погибли во время Великой Отечественной войны.
Но то, что вклад других государств бывшего Советского Союза признается и высоко оценивается, это признается, это и должно быть. Мы здесь об этом говорим очень много и часто. Здесь, в посольстве, мы подчеркиваем вклад казахстанского народа в нашу общую победу. Об этом информируем и Москву. Интернет – это сейчас всемирная сеть. Вот то, что происходит здесь, в Таджикистане, оно становится известным не только здесь, в Таджикистане, но и в Москве, и в других государствах бывшего Советского Союза, и во всем мире. Поэтому говорить о том, что мы замалчиваем и ничего не говорим о наших союзниках, было бы, наверное, неправильно. А вклад Таджикистана, он не только выражается в том, что направлено 300 тысяч солдат для участия в военных действиях, но и действительно, об этом говорилось, большой вклад он был внесен в тыл, и на фабриках, на заводах, на колхозных делянках, на колхозных полях. Таджикистан был производителем и хлопка, как необходимо для производства того же самого порога, обмундирования, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания. Это признанные факты. 29 госпиталей находилось на территории Казахстана. 22 госпиталя это были здесь, в Душанбе. 150 тысяч солдат и офицеров получили лечение, восстановили свое здоровье и вновь вернулись в действующую армию благодаря усилиям таджикских медиков, медицинских работников. Об этом надо все время говорить и помнить. Само внимание таджикских людей к беженцам, которых здесь было очень много во время Великой Отечественной войны, говорит очень много. Есть же факты, когда семьи таджикам принимали детей голодных, больных детей, эвакуированных из Ленинграда, из блокадного Ленинграда. И к ним относились как к своим собственным детям. Их восстанавливали здоровье здесь. Это тоже факт. Вот это, об этом надо говорить и об этом надо помнить. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы как раз история Великой Отечественной войны была полной и объективной.